«Используйте талант, данный вам Богом, как можно раньше», сказал однажды основатель компании KFC, полковник Сандерс, который понял это лишь к 60 годам. В 5 лет он потерял отца, в 15 лет бросил школу, в 17 лет его уволили с нескольких работ, в 19 у него уже родился ребенок, но когда ему было 20, от него ушла жена, в 26 его снова уволили с работы. В 40 лет сгорел его мотель, а в 60 он был нищим пенсионером со $100 в кармане. Он был на грани отчаяния и хотел покончить с собой. Но в этот момент он вспомнил о своем любимом занятии – о кулинарии. Он приготовил цыпленка по фирменному рецепту и продал соседям, после чего получил кучу восторженных отзывов. Тогда он решил искать инвесторов. Он получил более сотни отказов из-за своего возраста, но однажды ему дали шанс. В возрасте 65 лет он стал владельцем сети ресторанов по всему миру, заработав миллиардное состояние. Не имеет смысла быть самым богатым человеком на кладбище. Вы должны любить то, что делаете при жизни. Никогда не поздно что-то начать. Но лучше используйте таланты, данные вам Богом, как можно раньше. Подписывайтесь на... В 1994 году японский ученый доказал нечто необычное. Ваши слова физически изменяют мир вокруг вас. Доктор Масару Эмото попросил студентов сказать негативные слова, такие как «я тебя ненавижу» и «ты неудачник» набору бутылок с водой. Другой набор был обработан добрыми, любящими словами, такими как «я люблю тебя» и «спасибо». После того, как воду заморозили и рассмотрели под микроскопом, результаты оказались поразительными. Вода, подвергшаяся воздействию негативных слов, образовала хаотичные искаженные узоры, в то время как вода с позитивными словами кристаллизовалась в впечатляющие гармоничные формы. И вот что самое интересное. Более 70% вашего тела состоит из воды. Это значит, что каждое произнесенное вами слово создает эффект пульсации в клетках, формируя вашу энергию, здоровье и даже вашу реальность. Говорите о любви, говорите слова благодарности, говорите о силе в своей жизни. Өтө көп кетпеш керек. Через өтө тоңмой болуп кетпеш керек. Бир сынасын, жаралганыңа пушайман жейсиң. Бу дүйнөгө келгениңе пушайман жейсиң. Ошо кичине ойнонуп койбой бере, ушунчалык азгыруу шайтандыкы күчтүү караңыз. Ата энеси бар бир туугандары болсо керек, бала чакасы болсо керек, достору болсо керек, эжелери болсо керек, аяшенелери, аяш аталары болсо керек, кошуна тууган урук деген болсо керек. Датоо мен ушунчалык азгырылган, эмне кылым билбей аткан мынакей кара. Нак өзүн дозоктун отуна даярдап аткан. Тили менен бир анча сүйлөй бербей, дагы мага айтатындай, анча сакалы ана жолук. Сакал жолуктундай болуп калды. Туган кеп сакал жолукта эмес. Кеп инсандыкта. Сакалы капырларда деле бар.